Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Многотысячелетняя история абхазов приковывала внимание путешественников, ученых и военных. Многие из них делали заметки, писали статьи о быте, нравах и обычаях абхазов. В первой половине XIX века такие заметки сделал Иоганн Бларамберг. Иоганн Федорович Бларамберг, русский генерал, топограф. В 1830 году был переведен в Генеральный штаб и назначен в отдельный Кавказский корпус. В 1832 году Бларамбергу было поручено составить описание Кавказа. В мае 1833 года Бларамберг передает первый том своего сочинения в военное министерство, написанное на французском языке. А 28 ноября 1834 года он передает в министерство трехтомник. Многие десятилетия работы Бларамберга хранились под грифом «совершенно секретно», и лишь недавно они стали достоянием широкой общественности. В трехтомнике содержатся и заметки по истории Абхазии. Абазы или абхазы, как и черкесы, являются автохтонным кавказским народом. Они, кажется, никогда не покидали свою родину, расположенную на восточном побережье Черного моря, в западной части Кавказских гор. По мнению графа Потоцкого, абхазы и есть так называемые ахавы или ахияне древнейших географов, как, например, Скилакс из Корианды. Абхазия или Абазия, называемая местными жителями Апсна, на юге отделена от Мингрелии рекой Ингури. На северо-востоке между ней и различными горскими народами возвышается Кавказский хребет, а на севере и северо-западе река Гагрипша отделяет ее от садзов. От гребня главного хребта на 9 верст вниз горы представляют собой крутые скалы, покрытые почти вечными снегами. Ниже, в расселенных и между гранитными скалами, показывается зелень травяного покрова и кустарники. Если спускаться еще ниже, гранит сменяется известняком и песчаником, у подножия гор встречаются лишь известковые скалы, покрытые пластами глины. Внутренние склоны гор покрыты густым лесом, состоящим в основном из орешника и дубов, очень подходящих для строительства кораблей. Дикий виноград и ежевика обвивают столетние деревья в долинах и делают эти леса столь густыми, что пешеходу почти невозможно туда проникнуть. Почвы близ берега болотистые или песчаные. На равнине, расположенной между устьем Ингури и Кудора, на протяжении 70 верст вдоль берега, летом очень жарко, температура доходит до 38 градусов, а зимой мороз не бывает больше 6-8 градусов. На этом пространстве, покрытом бесконечными лесами, где много болот, воздух всегда влажен, а климат очень нездоров. Именно здесь в течение лета
свирепствуют лихорадки, горячечные, гнилые, желчные, нервные и прочие, а осенью – воспаление глаз. К северу от Кодора воздух становится чище, благодаря близости гор. Климат становится более здоровым, соответственно продвижению к северным границам Абхазии. Здесь жара никогда не бывает выше 25 градусов, а мороз доходит до 12-15 градусов. В низинах в январе выпадает немного снега. Болеют жители северной части Абхазии реже, лишь иногда их одолевают лихорадки и воспаление глаз. Причем последнее заболевание большей части возникает из-за продымленности их жилищ. Источники минеральной воды есть вблизи истоков реки Галицка. Эта вода называется Абаран. Она содержит сернистые железистые примеси, что делает ее целебной. Кавказские горы без всякого сомнения скрывают в своих недрах разнообразные металлы, но жители этих мест, находясь в состоянии абсолютной неграмотности, не умеют их находить. Уже довольно давно у истоков реки Гумиста нашли свинцовую руду. Для получения свинца потребовалось лишь разбить скалу и один раз нагреть руду. В результате получили превосходного качества свинец. Южная часть Абхазии представляет собой обширную долину, поросшую дубовыми лесами и дикими фруктовыми деревьями. Вблизи моря большие болота, на которых в некоторых местах растет лавр. Длина этой южной долины 70 верст, а ширина 15 верст. К северо-западу этой долины на протяжении 80 верст до северных границ Абхазии местность гористая и в основном поросшая лесом. В абхазских лесах растут дуб, бук, орешник, клен, восточный платан, чинар, самшит, неправильно называемый пальмовым деревом и так далее. Все деревья обвиты виноградом и ежевикой, так что леса становятся настолько густыми, что пешеход с трудом может их пересечь. В северной части Абхазии, недалеко от побережья, можно встретить и сосны. В лесах Абхазии водятся пантеры, медведи, волки, кабаны, олени, косули. В горах встречаются дикие козы, а также куницы и бобры, на равнинах шакалы, зайцы и прочие. А из птиц – фазаны, большие и малые дрофы, перепела и значительное количество диких уток, гусей и лебедей. Виноград в Абхазии растет на возвышенностях и в долинах сам по себе. Грозди его невелики, но довольно приятны на вкус. Жители делают из него в большом количестве очень крепкое вино, а армяне, живущие здесь, очень крепкую и вкусную водку. Яблоневые, грушевые, тутовые, сливовые, персиковые и абрикосовые деревья, съедобные каштаны, айва, орех растут в лесах сами по себе. Их плоды достаточно хороши, особенно яблоки, и нет сомнения, что, приложив немного труда, здесь можно было бы выращивать отменные фрукты. Бларамберг дает и описание внешнего облика абхазов, делает заметки о их характере. Касается он и вопросов абхазского языка. Абхазы отличаются от черкесов менее правильными чертами лица. У абхазов смуглая кожа, они среднего роста, хорошо сложены, ловкие и закаленные. У абхазов овальное лицо, голова как бы слегка сжатая с боков, короткий подбородок, большой нос, темно-каштановые волосы. Все это делает внешность абхазов очень приметной.
Поскольку их не защищают ни князья, ни законы, они доверяют лишь самим себе и своему оружию, с которым никогда не расстаются. Абхазы соблюдают законы гостеприимства, как и все горцы, так что даже их смертельный враг находится в безопасности, когда входит в их дом. Они враждуют с другими горцами, своими соседями, по причине кровной мести. Такие отношения у них с джигитами, карачаевцами и другими. Язык абхазов имеет сходство с черкесским, но считается самостоятельным наречием. Гюльденштедт рассматривает абхазские и черкесские языки как двух дочерей одной матери, но Паллас не согласен с ним, замечая, что Гюльденштедт заходит слишком далеко и что на самом деле абхазы лишь употребляют некоторое количество черкесских слов, но основа языка абхазов совершенно отлична от черкесского. Абхазы живут в плетенных, обмазанных глиной домах. Дома одноэтажные, и каждая семья занимает отдельный дом. Дома стоят на расстоянии друг от друга, и каждый из них окружен плетеной и колючей изгородью. Дворы у них просторные и очень чистые. Там специально оставляют несколько больших тутовых деревьев, в тени которых семья проводит летом большую часть дня. Далее Иоганн Бларамберг сделал заметки об одежде абхазов. Он дает приблизительное количество воинов и общее число населения Абхазии, описывает жилища абхазов и их род занятий. Одежда абхазов похожа на черкесскую. Они носят полукафтан, а под ним узкое платье, которое обычно подбито ватой. Оно называется бешмет или архалук. Штаны у абхазов узкие, а поверх них носят суконные чулки, которые подвязывают под коленями разноцветной узорной тесьмой. На голове абхазы носят суконный капюшон, называемый башлык, который они завязывают как тюрбан в хорошую погоду, а во время ненастья концы башлыка опускают. Некоторые из их князей носят небольшие суконные шапочки с меховой опушкой. Вместо сапог абхазы носят сандалии, но многие из них вообще ходят босиком. Предположив, что каждая семья может выставить 2 вооруженных мужчин, можно сосчитать, что общее количество вооруженных людей в Абхазии 12 тысяч. Причем в это число не входят жители Сабельдинского общества, которые могут выставить до 5000 вооруженных пехотинцев, а также жителей Самурзаканского общества, которые способны выставить до 3000 человек. Общая численность населения Абхазии доходит примерно до 10 тысяч семей. Абхазы вооружены ружьями, саблями, называемыми у них шашками, которые они носят на плечевой перевязи, кинжалами. У некоторых из них есть также пистолеты, которые носят за поясом. Абхазы выращивают в основном турецкое зерно, кукурузу, которая дает очень обильные урожаи. Также выращивают вид проса, называемого гоми. Кроме того, они сеют немного пшеницы, а ячмень не культивируется вовсе. Абхазы не обрабатывают большую территорию, чем им необходимо, чтобы прокормить семью в течение года, и выбирают ту землю, которая им понравится, поскольку им не знакомо деление земли и споры по этому поводу, ввиду того, что обширные просторы Абхазии и так остаются не полностью обработанными. У абхазов много крупного рогатого скота. Животные эти небольшого роста, худые, с выступающими костями и диким взглядом. Овцы здесь превосходные, их мясо нежное, жирное и хорошего вкуса, а абхазские козы считаются лучшими на Западном Кавказе.
Что касается лошадей, то их здесь мало, и используются они лишь для верховой езды. В качестве вьючных животных используются ослы. В плуг впрягают быков и иногда буйволов. В каждой абхазской семье делают грубое сукно желтого или серого цвета для собственного потребления, а также для нужд семьи изготавливают бурки из шерсти собственного производства. Абхазки умеют делать и хлопковую ткань, необработанное сырье для которой привозят из Турции. У абхазов нет соли и железа. До 1828 года они получали и соль, и железо от турок, а сейчас покупают все необходимое в Сухумкале, где армяне снабжают их всевозможными товарами. Когда турки владели Абхазией, торговля в небольшом объеме осуществлялась между этой страной и горцами. Из Батума и Трапезунда в Абхазию ввозили железо, соль, всевозможные виды оружия, шелковые хлопчатобумажные ткани, разноцветный мороскин и порох, которого совершенно нет у абхазов. Они выменивают все эти товары на кукурузу, древесину бука и самшита, на мед и воск, но чаще на пленников обоего пола, захваченных у русских в окрестностях крепости Сухумкале или у мингрелов. Основная торговля осуществляется в устье южного рукава реки Кодор, где обычно бросают якорь большие турецкие корабли. Черкесские лодки также часто приплывали вести торговлю напротив селения Соуксу. В 1827 году абхазы начали посещать рынок в Сухумкале, где покупали все необходимое у армян. Своих денег у абхазов нет, в хождении у них имеют турецкие монеты из золота или серебра. Не так давно они стали брать во время сделок и русские серебряные рубли. Абхазский народ платит подати, которые требует правящий князь Абхазии, но часто абхазы отказываются их платить. От своих собственных крестьян, число которых очень невелико, князь получает в год 1 корову, 1 кувшин вина и 1/3 часть зерна от урожая от каждой семьи. Бларамберг коснулся и вопроса религиозного состояния абхазов в первой половине XIX века. Он выявляет причины упадка христианства в Абхазии. Множество развалин древних храмов и монастырей свидетельствует о том, что некогда в Абхазии исповедовали христианство. Турки, получив огромное влияние на горские народы, постарались при помощи мул, которых посылали на Кавказ, утвердить здесь ислам и искоренить христианство, что особенно им удалось сделать в Абхазии. Но следует отметить, что население Абхазии, оставив христианство, не получило ясного представления об исламе. Таким образом, большая часть жителей Абхазии стала идолопоклонниками, вернувшись к старым языческим религиозным воззрениям. Не так давно отец нынешнего правящего князя со всей своей семьей перешел в христианство. Кроме княжеской семьи в наши дни крестились и немногочисленные подданные князя. Остальные продолжают исповедовать ислам или привержены язычеству. У них практически нет ни церквей, ни священников, проводящих службы. По всей Абхазии только один священник отправляет службу в единственной церкви селения Сауксу, где живет правящий князь Абхазии. Различия в религии, возможно, являются причиной тому, что большая часть жителей Абхазии не подчиняется своему владыке. По одному очень древнему закону убийца должен отдать родственникам убитого 15 крестьян-мужчин, лучшую из своих лошадей вместе с седлом, саблю, ружье и пистолет. Если он не в состоянии выполнить эти условия,
Родственники убитого имеют право расправиться с убийцей, и после этого кровная месть между родственниками с обеих сторон прекращается. Время летит неумолимо быстро. Сегодняшний день, завтра уже история. И нужно помнить, что история учит, если к ней обращаются, но и наказывает, когда ее забывают.